Евгений Онегин, Татьяна Ларина и другие герои одного из самых известных произведений русской словесности заговорили на абхазском языке. Роман в стихах Александра Пушкина вышел в свет в издательстве «Алашара». Это стало возможным благодаря 4-летнему труду народного поэта Абхазии, председателя Ассоциации писателей Абхазии, академика Академии наук, лауреата премии «Золотой Дельвиг», руководителя отдела литературы Абиги, кавалера ордена Ахтапша первой степени Мушни Лассурия. Народный поэт признается, что готовый перевод ждал своего часа с конца 70-х годов, а это без малого почти полвека. Главное, работал с любовью, с преданностью. Я и сна не знал, и такого события не было более значимого в моей жизни тогда. В мои молодые годы, а работал я 4 года, так упорно над произведением, над переводом, и как-то осуществил, и к радости моей воспринял мой народ, литературная общественность, критики, писатели ведущие дали самую высокую оценку. Евгений Онегин – глубоко русское национальное произведение, как по содержанию, так и по форме. Изображает жизнь совершенно отличную не только от абхазского, но и вообще кавказского быта. Перевести богатое содержание классического романа на абхазский язык, не нарушив при этом образ первоисточника, задача чрезвычайно сложная. Но Мушни Лассурия блестяще справился с ней, создав не бледную копию оригинала, а художественное произведение, зажившее второй самостоятельной жизнью, отмечалось на презентации. Мушни Лассурия поблагодарил московское издательство «Молодая гвардия», коллектив издательства «Звонница», а также выразил особую благодарность редактору, писателю Николаю Квицине. Поэт отметил роль главы государства в издании книги и поблагодарил президента за то, что он сделал возможным для читателей взять в руки качественно изданный перевод великого произведения на абхазский язык. Рауль Хаджимба поздравил собравшихся с изданием перевода Евгения Онегина. Я с большим удовольствием хочу отметить то, что сегодня как раз-таки состоялась презентация этой книги. Книги, которая достойна огромнейшего уважения. Гений русской поэзии Пушкин и абхазский наш поэт, литератор, человек, который взял, сблизил две стороны, две страны. Я думаю, достойно уважения. Ну, а то, что касается наших возможностей в будущем, я надеюсь на то, что у государства найдутся возможности для того, чтобы решать такого рода задачи, да и больше. Мы на правильном пути. В книге-переводе полностью сохранены композиционные особенности романа, его оригинальное строфическое соединение. Стих в переводе льется совершенно легко и свободно. Посол России в Абхазии Семен Григорьев подчеркнул, что перевод произведения Пушкина на абхазский язык – большое событие для абхазской культуры и литературы, для российско-абхазских отношений. Сегодня действительно очень большое событие, как для абхазской культуры, литературы, для российско-абхазских отношений. Я первый раз услышал Евгения Онегина в переводе Мушни Таевича в 2009 году, почти 8 лет назад. И сразу после Евгения Онегина он прочел несколько строчек Лермонтова «Мцыри» в переводе на абхазский язык. И меня тогда впервые поразило осознание того, что, не понимая ни слова, я понял, где Евгений Онегин, а где Мцыри. Что вот эта музыка стихосложения пушкинского и лермонтовского, она была полностью передана на абхазский язык Мушни Таевичем. Перевод романа Евгений Онегин для Мушни Лассурия стал важным событием в его творческой жизни. Еще в 2010 году в Москве в Георгиевском зале Кремля президент России Дмитрий Медведев вручил абхазскому поэту медаль Александра Сергеевича Пушкина. На Лакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.